первые вот эти сказки, они были даже жуткие, нежели сказочные. Да, очень много заметок, например, о тоске. Может быть, я скучал по... Урбая — это вот первую книгу, которую я встретил, где есть и якутский, и русский. Дома библиотека большая, так как там, можно сказать, библиотека нескольких поколений людей. Это вот начиная вот от прабабушки с прадедушкой, там вот их литература есть, справочная, например. Это по якутскому языку, например, и по математике, и физике есть книги. Если так в общей сложности, стеллажей книжных, там, наверное, у нас практически в каждой комнате квартиры есть книжный стеллаж. А есть еще часть книг, так как книг очень много, а есть те книги, которые еще не стоят у нас. Они до сих пор в коробках у нас хранятся. О коллекции, если говорить, у меня есть ряд книг вот с подписями. Но они не лично мои, я либо их купил, либо нашел. Так очень печально, что вот у нас вот книги выбрасываются. И вот иногда в мусорках находишь вот книги из чьей-то личной библиотеки. Там даже бывают личные экслибрисы. Бывают также книги очень старинные, даже дореволюционные попадаются до сих пор местами. Вот. Ну, библиотека дома большая именно, а лично моя коллекция тоже, ну, не маленькая. Там, наверное, книг-то около 500, а может быть и больше сейчас. Потому что там и энциклопедии, словари, потом художественная литература. Ну, вот как можно здесь видеть. Именно по сериям. Это вот японские, корейские, китайские писатели. Есть наша литература, якутская. Также из-за того, что вот моя профессия именно связана с историей, так как работаю в музее истории города Якутска, то вот и по образованию историк, то очень много литературы, посвященной именно краеведению, есть. О Якутии, Якутске, также по специальностям, как вот археология, этнология, этнография. Самая старинная — это 1883 года. И книга называется... Вот, к сожалению, титульного листа, по-моему, не сохранилось. Вот кто именно автор. Это там, по-моему, переводчик только есть. А само произведение называется «История одной скрипки из жизни Антония Страдивари». Принес сюда одну из первых вот книг, подаренных мне. Это вот сказки дядюшки Римуса. Постоянно в этих рассказах братец Кролик пытается обхитрить братца Лиса. Вот. Ну а сама вот сказка, она, можно сказать, поучительная, потому что это же, по сути, сборник именно рассказов рабов именно юга США. Ну и есть такой именно интересный нюанс, что то, что вот мы знаем сказки, их именно первый источник, он совсем другой. То есть сейчас сказки более-менее для детей, а тогда я вот читал некоторые работы, которые исследователи, которые занимаются вот, как бы сказать, сбором и изучением сказок народных. И вот в них именно первые вот эти сказки, они были даже жуткие, нежели сказочные. Ну да, там потому что рассказывалось, как выживать в те времена, если говорить о Средневековье, как, можно сказать, побороть голод и еще что-то. Ну а в школе, уже в школьном возрасте, от таких детских, можно сказать, рассказов и рассказок перешел, ну, к более трудным, наверное, произведениям. Ага. Вот данное издание, оно было издано нашим якутским издательством. Это вот Амар Хаям на якутском языке. То есть, ну, внутри, помимо якутского, есть и русский. То есть вот такие два перевода. Вот. И тираж небольшой, всего лишь 300 книг было вот, издано.
Ну и можно сказать, сейчас она станет, наверное, со временем библиографической редкостью, потому что в продаже, по крайней мере, я не видел эти книги. Ну тут, если об особенностях, то это, можно сказать, тут сборник стихотворений корейских поэтов 20 века. Есть еще у меня, думаю, сборник именно с эпохи Чосона есть. Вот авторы. Много авторов там. И тоже книга у меня это билингва, то есть на 2 языках она. Корейский и русский язык с переводом этого произведения. Ну вот почему вот в моей библиотеке есть некоторые книги на языках. Ну это так как я вот в университете изучал корейский, чтобы не забыть его, я вот литературу подбираю на корейском. То же самое и с английским. Тоже вот заказываю по интернету книги либо полностью на английском, либо билингвы. Вот. А если корейский, то тоже есть над чем подумать, когда вот читаешь их стихи. Я вот именно корейскую сторону читаю именно для практики, для пополнения словарного запаса, так как есть интересные вот такие речевые обороты, которые вот, ну, не встретишь, например, в учебниках. А вот тоже вот, можно сказать, один из этапов можно жизни, если как разделять именно детство, отрочество и юность. То есть в детстве вот у меня сказки о животных, либо энциклопедия о динозаврах. А в школьные, ну, увлекался именно фэнтези. Вот «Хроники Нарнии» и «Властелин колец» в том числе. И если говорить о «Властелин колец», то вот первую книгу, которую я Толкина прочитал, это вообще именно 3 книги, которые вот «Братство кольца», «Две башни» и «Возвращение короля». Ну, тем не менее, было интересно, потому что там так или иначе внутри текста есть отсылки на какие-то, так сказать, события предыдущих эпох. Вот. И, к счастью нашему, есть издание вот таких трудов Толкина, как вот, например, «Сильмарион», «Дети Хурина» и вот как раз-таки незаконченные рассказы именно Нуменора и Средиземья. Сюда вошло то, что не вошло в «Сильмарион». Последующие книги вот уже издавал не сам Толкин, так как он в 1973 году умер, то последующие книги издавал уже его сын Кристофер Толкин. То есть это «Сильмарион», по-моему, если не ошибаюсь, выходил под его авторством, потому что он начал собирать отцовские, так сказать, заметки, наброски, дневники собирать, вот, чтобы восстановить цельную картину вообще мира Средиземья. «Дети Хурина» тоже он собрал. И вот как раз таки, можно сказать, то, что не вошло в другие книги, вошло в эту. И тут в незаконченных рассказах как раз таки поделено на, так сказать, эпохи Средиземья. Это вот первая, вторая и третья эпоха, и что в них происходило. В этой книге именно про современные и вот последние его годов жизни, вот стихотворение я не могу сказать именно ощущение, а тут именно она цена для меня тем, что вот мне удалось получить в этой книге личный его автограф на встрече, когда в Саха-театре, когда он в Якутске бывал у нас. Вот. То есть на 2 книгах он расписался. Там для меня и для моей сестры, и на фотографии для отца. А там вот копия фотографии, это когда Евтушенко был в 60-х годах здесь, в Якутске. То есть вот копия этой фотографии. Книгу вот эту я купил еще в школьное время. Закладки с тех пор остались у меня в этой книжке. Это вот японская поэзия Серебряного века. Танка, хайку и киндайси. Вот. А если по закладкам пройтись, то тут ну такие, видать, в школьное время любил, наверное, помечтать
либо влюбленный в кого-то был, не знаю, просто есть вот такие заметки тоже тут такого направления у меня. Вот, например, в старом квартале на закатный наряд облаков не налюбуюсь, возвещая вечерний час. В храме колокол гулко бьет. То есть вот тут у меня заметка осталась. А вот к чему я ее поставил, я сейчас не вспомню. То есть вот такие интересные заметки. Тоже вот стараюсь помнить, почему я их именно там поставил. То есть у меня вот где-то... А вот дальше у меня заметок нету. Тоже интересно. Либо я дочитал, но не ставил дальше. Тут, да, очень много заметок, например, о тоске. Может быть, я скучал по кому-нибудь, либо почему-то ли. Возможно, по деревне скучал именно летом. Будучи в городе, скучал о деревне. Вот так можно сказать. Потому что там вот есть описание, ну, как сказать, природы. Ну, не городской, а именно сельской местности. Вот. Ну, каждое лето, именно в школьные годы, я вот в деревне проводил свое время. У меня электронная книжка есть, но она у меня где-то лежит. Но у меня вот, когда электронную книгу читаешь, ну, нету ощущения, что я книгу прочитал. Там ощущение, как будто вот, ну, как телефон новостную ленту пролистал и все. А вот ощущение, что ты вот книгу подержал, почитал, ну, нету. И я из-за этого не увлекся электронными книжками. Ну и там проблема, там еще и загружать их надо в них, либо покупать и загружать опять же таки. Ну а с бумажным проще, и оно приятнее читается. То есть, ну, глаза радуются, когда видишь текст именно на бумаге. Ну и глаза не устают. Ну тут уже смотря какая бумага еще. Когда слишком белая и глянцевая, глаза устают. А вот когда вот немного серая, либо желтоватая, вот такую книгу приятно читать.